капитала из Казахстана. Для этого у нас в гостях Айман Турсынкан, аналитик, директор форсайт-агентства «Эксимар». Здравствуйте. Добрый день. Айман, сначала мы вернемся к нашему прошлому интервью. Вы там назвали такую умопомрачительную цифру: 8 триллионов 400 миллиардов долларов профицита государственного... Тенге. Прошу прощения. Тенге. Профицита государственного бюджета в 2015 году. Да. Для нас, по большому счету, и в тенге цифра все равно астрономическая. Вопрос: почему до вас никто этой цифры не озвучивал? Почему после того, как вы ее озвучили, никакой истерики и криков «врешь, проклятое зеркало» не было? Первое, почему никто до этого не обращал внимания, очень просто. Большинство аналитиков смотрят либо результаты по республиканскому бюджету, либо результаты по местному бюджету. Очень редко кто обращает внимание на совершенно другую строку, поскольку она не вывешена в качестве отдельного уже опубликованного отчета в разделах, соответствующих Министерства финансов, именно в годовой отчетности по исполнению государственного бюджета, а она доступна непосредственно в инфопанели, это так называемая САПовская веб-морта, в которой можно будет вытаскивать именно консолидированный бюджет. Консолидированный бюджет, он формируется из республиканского, местного и бюджета, и непосредственно тех активов, которыми управляет государство. В данном случае основной актив – это национальный фонд. Именно из сложения всех этих слагаемых и получается итоговый реальный государственный бюджет. И когда я обнаружила, я делала аналитику, понимая то, что мне нужно было просто сделать одну простую вещь. Мне нужно было понять, как менялось соотношение между местным бюджетом и республиканским. У меня в мыслях не было ковырять под нацфонд. То есть вы рассматривали насекомых, а слон попался в поле зрения случайно? Да, и напоролась на слона, в общем-то, да, и когда я уже начала сопоставлять, потому что меня тоже до этого удивляло, хорошо, если этот профицит образовался, да, и там прямой строкой указано, что от управления, то есть доходы от управления национальным фондом, это же должно лечь в капитал, не так ли? То есть должна быть, соответственно, динамика внутри самого отчета по активам